В эфире «Актуальное интервью» в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. 29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом. Впервые этот день отмечался в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Инициатива ВОЗ и партнеров посвящена распространению информации о таком опасном заболевании, как инсульт. Наш гость в студии Филипп Герасимов, руководитель регионального сосудистого центра Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Филипп Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько человек в год проходит лечение в вашем центре и с какими диагнозами они приходят? В год примерно 1800 человек получает лечение у нас. Из них примерно поровну это пациенты с инсультом, и 900, например, и 900 пациентов с инфарктом миокарда или острым коронарным синдромом. Каково оснащение оборудованием в вашем центре? Для оказания медицинской помощи, согласно современным стандартам, у нас оснащение все имеется. То есть, если это пациент с инсультом, нам необходимо провести визуализацию головного мозга, да, это компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, и при необходимости проведения каких-то оперативных вмешательств имеется ангиограф и нейронавигатор. Сколько отделений у вас в центре? Официально получается 3 отделения. Это отделение неврологическое для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, нейрореанимация для этих пациентов и отделение неотложной кардиологии с палатой реанимации. Но хочу сказать, что этими только 3 отделениями работа сосудистого центра не ограничивается, так как мы тесно работаем, как я уже сказал, с отделениями диагностической службы. Это компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Также проводим оперативное лечение при поступлении пациентов с инсультом на ангиографической установке. И если есть необходимость, то это еще нейрохирургическое отделение. Также нам необходимо, чтобы эта категория, нужно понимать, что категория пациентов, поступающих в острое состояние, это те пациенты, которые требуют максимально быстрого начала лечения. Да? Соответственно, наше вмешательство, наш сбор анамнеза, диагностика должны занимать минимум времени, чтобы поскорее приступить к лечению. И это достигнуто за счет слаженной работы между этими отделениями, за счет быстрой работы лаборатории. Да? Нужно понимать, что мы работаем круглосуточно. И, соответственно, это слаженная работа нескольких отделений, хотя официально всего 3 отделения являются сосудистым центром. А насколько часто обновляется ваша техника? Потому что я знаю, что очень быстро, стремительное у нас такое развитие, наверное, какие-то требования, тоже очень большие к этому. Требования имеются. Сейчас то, что у нас есть, оно соответствует требованиям. Но нужно понимать, что нагрузка на оборудование высокая. Нам бы хотелось, конечно, чтобы идет выработка оборудования, да, то есть нужно своевременно это оборудование менять. А из последнего, в 2019 году ставили нам ангиограф, в 2020 году поставили новый КТ с перфузией, и в прошлом году приобрели нейронавигатор при поддержке правительства, Лены Николаевны. Оснащение достаточное, да? Достаточное. Мы ранее говорили про коллег, о том, как они сотрудничают. Расскажите, каков штат? Штат, именно сосудистого центра имеете в виду? Да, именно вашего центра. Штат сосудистого центра — это более 60 человек, да, начиная от младшего медперсонала, санитаров, средний медперсонал, который нас очень сильно выручает, помогает. И врачебный. Врачи — это у нас врачи-неврологи, врачи-кардиологи, врачи-анестезиологи, реаниматологи. Также я не упомянул нашу мультимодальную бригаду. Да, это специалисты, которые разрабатывают план восстановления человека после инсульта. Это врачи медреабилитации, скажем так. Какие бывают инсульты? Как они различаются? Как оказать первую помощь? Инсульты подразделяются на 2 основные группы. Это ишемический инсульт. Если попросту сказать, то это дисбаланс между потреблением, да, кислорода и
и поступлением. Да? И второй тип инсультов — это геморрагический. Если мы остановимся на ишемическом, то там основные причины — это атеросклероз, в первую очередь, то есть атеросклероз сосудов, вследствие чего у нас ухудшается кровоток головного мозга, что приводит к тому, что у нас страдает мозг, да, и может возникнуть ишемический инсульт. И также есть там сейчас особенно распространенная причина — это кардиоэмболический вариант, когда у нас в сердце формируются тромбы маленькие, они так устроены организмом, что они попадают именно в сосуды головного мозга, да, и вызывая очаги инсульта. И вторая группа — это геморрагический инсульт. Значит, ну, если сказать попроще, то это кровоизлияние, да, в головной мозг. Очень неблагоприятный тип инсульта, но там тоже есть свои причины. Это гипертоническая болезнь и наличие аневризм сосудов головного мозга. Ну, это, скажем, основные. И вот по поводу оказания первой помощи, стоит это делать или нет? Если стоит, то что можно? Значит, оказание первой помощи при инсульте, скорее всего, сводится к тому, чтобы заподозрить этот инсульт, да, и вызвать скорую помощь как можно скорее. Вот у нас, к сожалению, есть при инсульте такой золотое время, золотой час, да, составляет 4,5 часа от момента заболевания до начала лечения. Но бывает часто, что у нас обращаются довольно-таки поздно. То есть инсульт, он не всегда проявляется прямо ярко, например. Да? Ну, понятно, если человек потерял сознание, упал, там сразу будут звать скорую. Но если, например, есть онемение руки, да, особенно в пожилом возрасте, невнятная речь, у нас довольно-таки часто так бывает, что, ну, думают, ладно, сейчас появилась, подожду немножко, может быть, пройдет, там, помассирует. А к утру, например, инсульт прогрессирует, у них там появляется новая неврологическая симптоматика, то есть рука вообще не поднимается, например, да. Вот, соответственно, чем раньше мы заподозрим, чем раньше начнем лечение, да, тем быстрее пациент, точнее, тем меньше последствий от инсульта ждет пациент. Вот. Первая помощь, как я сказал, это диагностика. Да? Есть такая шкала, называется FAST. Значит, можно, да, примерно показать? Конечно. То есть основное, да, это лицо, руки, речь и время, да, то есть время вызова. Значит, просим, ну, попросить улыбнуться, например, можно, да, простая улыбка может показать, что у пациента есть инсульт, то есть в виде чего? Значит, когда мы улыбаемся, у нас уголки рта тянутся, они напряжены, тянутся в сторону и вверх, да. Если есть инсульт, то будет очаговость в виде того, что у нас уголок рта, он останется, ну, неподвижным. Вот, будет такая симметрия улыбки. Значит, второй, это у нас руки. Просим поднять руку, удержать руку, да, ну, хотя бы элементарно, потому что там бывает такая слабость, что пациенты не могут руку поднять или, например, поднять и удержать. Причем смотрим, просим поднять обе руки, смотрим, насколько они симметрично держат, насколько они симметрично поднимаются, одинаковая ли сила. Если, опять-таки, там разные, ну, это довольно-таки просто видно, если, вот, например, руку поднимает, одну легко поднял, вторая с опозданием, например, то уже можно заподозрить инсульт. И еще речь, да, просим просто назвать свое имя, например. Да, там пациент либо не может его, бывает, произнести, либо произносит его, ну, так, что непонятно, например. Да. Ну, опять-таки можно проверить этим самым память пациента, потому что нарушение памяти тоже может быть признаком начала инсульта. Спасибо, правда, действительно, это очень важно знать, да, вот такие этапы. И вот какова ситуация у нас в Якутии с инсультом? Улучшается ли динамика? Ну, смотрите, в год примерно 3000 инсультов получает у нас лечение по республике. Вот, эта цифра не так сильно меняется, но меняется она в последнее время, там изменилась тенденция. То есть, если после инсульта сейчас выживают чаще, да, то есть такая проблема, что увеличилось число повторных инсультов, не первичных. То есть те пациенты, которые перенесли инсульт, за счет лечения они вышли из этого состояния, но у них повторно может случиться инсульт. Ну, к сожалению, приверженность к лечению у нас довольно-таки низкая. То есть мы пациента выписываем, даем рекомендации, он там год, полгода, например, лечится, потом думает, ну, все прошло хорошо,
и вот в этот момент как раз может случиться повторный инсульт после отмены лечения, вот, или при несоблюдении рекомендаций. Кто находится в группе риска и можно ли как-то предотвратить инсульт? Ну, группа риска — это стандартная для всех сердечно-сосудистых заболеваний. Да. В первую очередь стоит обратить внимание на повышенное артериальное давление, вот, потому что это приводит либо к атеросклерозу, либо неконтролируемое повышение артериального давления может привести к формированию аневризм сосудов головного мозга и геморрагическому инсульту. Значит, вторая причина — это, наверное, стресс. Ну, стресс он приводит как раз-таки у нас к повышению артериального давления, к нарушению наших функций базовых, наших базовых потребностей — это сон, отдых мозга, да, соответственно, метаболические нарушения и опять развитие атеросклероза, повышение артериального давления. К группе риска еще, наверное, можно отнести пациентов, страдающих сахарным диабетом, да, потому что сахарный диабет очень негативно сказывается на состоянии сосудов. Повышенный сахар, он влияет на стенку сосудов, повреждает ее, и там быстрее растут вот эти вот атеросклеротические бляшки. Возрастные пациенты, пациенты с низким, не с низким, а с малоподвижным образом жизни. Ну, движение жизни, говорят, да, мы тоже этого придерживаемся. Конечно, это не значит, что нужно там уходить, скажем, в кроссфит, да, начинать заниматься там 5 раз в неделю. Имеется в виду разумная физическая нагрузка. Так, и курение. Курение тоже очень плохой фактор. Никотин также повреждает стенки сосудов, он влияет на их эластичность и, ну, опять-таки, провоцирует и формирование аневризм, и формирование, прогрессирование атеросклероза. Ну и давайте в завершение коротко, какие задачи ставите перед собой в региональном центре? Задачи. Значит, с 2022 года мы внедрили такой метод лечения, как телетромболизис. Значит, его особенность заключается в том, что мы можем провести тромболизис в удаленных пунктах. Ну, в данном случае это центральные районные больницы, где стоит компьютерный томограф. Если у них не хватает, бывает, что не хватает специалистов определенных, да, потому что это все-таки нужно принять решение о проведении тромболитической терапии. Это не так просто. Соответственно, они выходят в связь с нами, проводят компьютерную томографию, и в виртуальном режиме мы проводим вот это вот лечение. Да? Значит, наши перспективы заключаются в том, чтобы развивать вот это вот, чтобы больше пациентов поступало хотя бы в центральные районные больницы, чтобы в центральных районных больницах ставились компьютерные томографы, чтобы развивать эту технологию. Также обучать, наверное, врачей с районов. Не будем забывать и про наших врачей. Им тоже нужно периодически ездить на стажировку, да, чтобы держать руку на пульсе. Вот. В медицине, в принципе, каждый год что-то новое, да, что-то меняется, что-то улучшается. Соответственно, нам нельзя отставать в этом плане. Ну что ж, Филипп Васильевич, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Но я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.